эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе. Часть сирийской территории на границе с Турцией под контролем ИГИЛ. Корреспондент «Настоящего времени» передает с места событий. Президент Обама заявил, что российская операция в Сирии не стала для США неожиданностью. Пятый срок Александра Лукашенко – предсказуемые выборы в Беларуси. Миссия России в Сирии немного изменилась. Заявленная в начале операции цель бороться с ИГИЛ расширилась. Владимир Путин заявил, что Россия поможет Сирии стабилизировать законное правительство. Тем временем ИГИЛ продолжает продвигаться вперед. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Шахида Якуб. Она находится на турецко-сирийской границе. На восходе солнца мы двигаемся в сторону турецкой границы с ИГИЛом. Для того, чтобы лучше увидеть территории, контролируемые ИГИЛом, мы проходим через старое кладбище. А на той стороне уже прогремел бомбовый взрыв. Здесь линия фронта. Всего в 200 километрах отсюда та часть территории Сирии контролируется ИГИЛом. Турецкие солдаты здесь находятся в состоянии полной боевой готовности. Нам сказали, что этот воздушный шар оснащен камерами наблюдения. В некоторых местах только узкая дорога разделяет жителей этой турецкой деревни и сирийцев под контролем исламского государства. В начале своей военной операции в Сирии Россия заявила, что ее целью является борьба с ИГИЛом. Однако сирийские оппозиционные группировки, как религиозные, так и светские, говорят нам о том, что Россия бомбит их позиции и таким образом помогает ИГИЛу завоевывать новые территории. Турецкие солдаты расположены по всему периметру этой границы. Нападение со стороны ИГИЛа может произойти в любой момент. Некоторые участки границы заминированы. Один из высокопоставленных военных руководителей сирийских повстанцев, бывший полковник сирийской армии, показал мне районы, которые его люди потеряли в течение 2 недель российских бомбежек. Обученный российскими военными инструкторами, полковник Акаид в негодовании от того, что Россия, которая, по его словам, была другом сирийского народа, теперь стала его главным врагом. Сирийских граждан убивают российским оружием. Российские танки, ракеты, ПВО – все это используется для уничтожения нашего народа. Я не говорю здесь о россиянах, речь идет о правительстве России, которое поддерживает криминальный режим. Если бы Запад нас поддерживал, мы бы свергли этот режим 3 года назад. Российское правительство лжет, так же, как и российские СМИ. Мы получаем очень небольшую поддержку со стороны Запада, и этого недостаточно, чтобы избавиться от режима Асада. В интервью российскому телевидению президент Путин сказал, что цель России в Сирии – стабилизировать легитимную власть для создания условий политического диалога. Другими словами, Россия будет поддерживать только одну сторону этой сложной гражданской войны – президента Асада. Россия не имеет права принимать решения за сирийский народ. Нас еще в школе учили тому, что люди должны сами решать свою судьбу. Но Россия пришла для того, чтобы подавлять сирийский народ. Россия должна стоять вместе с нами и помочь нам выбрать тех лидеров, которых мы хотим, и помочь нам решать нашу судьбу. Только таким образом Россия сможет завоевать наши сердца. Это мнение разделяют и сирийцы, которых я встретила на востоке Турции. Мысль о том, что Башар аль-Асад останется у власти, недопустима для тех, кто потерял все в этой войне. Лидер, который убил столько людей, не имеет права оставаться у власти. Его нужно казнить. В чем виноваты те сироты, которых оставили умирать под обломками детского дома? ИГИЛ и сирийское правительство – это одно. ИГИЛ уйдет, когда уйдет Асад. Шахида Якуб, Ник Стерди, Каркамыш, Газантеп, Турция. Здравствуйте! В эфире программа «Настоящее время». В пражской студии я, Катерина Кочкина. Мы продолжаем. В новом интервью о дальнейших планах участия России в сирийском конфликте Владимир Путин говорит больше о стабилизации режима Асада, чем о борьбе с исламским государством. Мы напомним вам точную цитату из интервью. Наша задача, я хочу теперь вернуться к тому вопросу, который вы задали, заключается в том, чтобы стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса. Стабилизировать военным путем? Военным путем. Изменения в риторике Кремля для нашей программы прокомментировал политический обозреватель Брайан Уитмор. Но это перемен в риторике и только в риторике. Россия никогда не была намерена бороться с исламским государством.
политика России всегда был держать Асад во власти. И это всегда, это как и был, это как это и есть. А кого Россия бомбят в Сирии, интересно? Исламского государства? Нет. Они бомбят оппозиции к Асаду. Поэтому это показывает, их политики не изменилась с начала этого конфликта. А почему Путин хочет держать Асад во власти, это очевидно. Это его последний союзник в Ближнем Востоке. И участие в этом конфликте России обеспечит ситуацию, где Запад должен с ними говорить. Пожалуй, не меньшее внимание, чем интервью с Путиным, привлекла ошибка в эфире российского Пятого канала. Ведущие анонсируют материал о фильме «Смотрите, кто вернулся» и размышляют о людях, соскучившихся по диктатуре. По сюжету ленты в Германию возвращается Гитлер и встречают его как предводителя. А играли все это, задается вопросом ведущий, и вместе с подписью «Прогулки с Гитлером» зрители видят на экранах президента Путина. Через несколько секунд надпись меняют, но досадная ошибка быстро разлетается по благосфере. Еще недавно долго обсуждался сюжет Пятого канала о подводном погружении Владимира Путина в Балаклаве, которое сопровождалось подписью «Погружаемся в Средневековье вместе с президентом». Правда, спустя 2 месяца найти следы этой ошибки в интернете уже невозможно. Новые авиаудары в Сирии. Министерство обороны России отчиталось о результатах боевых вылетов за последние сутки. По данным российского военного ведомства, самолеты совершили 55 вылетов. Сообщается, что они уничтожили колонну автомобильной техники Исламского государства, а также крупный перевалочный пункт боевиков с подземными укрытиями и складами боеприпасов. Напомним, эксперты сомневаются в достоверности данных о сирийской операции, предоставляемых Минобороны России. Сколько стоит российская военная операция в Сирии? Этим вопросом задались сразу несколько изданий и провели примерную оценку расходов Минобороны. Военные обозреватели BBC и «Коммерсант. Деньги» сошлись во мнении, что расходы на операцию в Сирии составят около 1 миллиарда евро в год. Основные траты на операцию, рассказывают издания, связаны с обеспечением поставок топлива и вооружений для авиационной техники, а также для поддержания ее в рабочем состоянии. В «Новой газете» считают, что военные действия в Сирии обходятся России в несколько сотен тысяч долларов ежедневно. Но эти цифры могут существенно вырасти, если помимо вылетов Россия начнет и сухопутные операции. Напомним, в Сирию переброшено более 50 российских самолетов и вертолетов, а военный контингент в регионе составляет 1500-2000 человек. Военный обозреватель Александр Гольц, в свою очередь, считает, что цифры, которые сейчас называют издания, очень приблизительны. Мы не знаем, в силу секретности, которая окружает все российские военные расходы, существуют ли отдельно выделенные деньги на проведение военной операции за рубежом, в частности Сирии. К примеру, мы не знаем, сколько платит Министерство обороны за конкретные виды боеприпасов. Мы не знаем, сколько платит Министерство обороны за конкретные виды топлива авиационного. Мы не знаем, во что оценивает Министерство обороны транспортные расходы. Поэтому, на мой взгляд, все попытки оценить эту операцию с финансовой точки зрения носят сугубо умозрительный характер. Тему Сирии продолжат коллеги в Вашингтоне. Юля? Спасибо, Катя. Связанные с группировкой «Исламское государство» террористы добрались и до Москвы. Российские спецслужбы отчитались об аресте преступников, якобы готовивших теракты в общественном транспорте столицы. Одновременно Минобороны России отрапортовала о новых успешных вылетах в Сирии. Впрочем, заявление Москвы не производит впечатления на Запад. Действия России раскритиковал Евросоюз, а в выходные нелестно о действиях Владимира Путина отозвался и президент Обама. Роман Мамонов продолжает тему. Сводки Сирийского фронта в последние дни не отличаются новизной. У каждой страны свои информационные козыри. Российские военные публикуют видео с беспилотников и каждый день отчитываются о примерно 60 вылетах. Сирийская армия рапортует о наступлении, а оппозиция выкладывает в сеть видео нападений на официальные подразделения.
На этом фоне все активнее действия на дипломатических фронтах. В выходные в Москве высадился десант из Эр-Рияда. Саудовская Аравия – одна из заинтересованных сторон в сирийском конфликте, к тому же открыто раскритиковавшая Москву за военное вмешательство. Что касается военной операции России в Сирии, то мы выразили свои опасения, что эта операция выглядит как союз между Россией и Ираном. Мы также подчеркнули, что Королевство Саудовская Аравия поддерживает уход Асада от власти, и мы продолжаем поддерживать умеренную позицию. Сегодня сирийский вопрос главный и в Люксембурге, куда съехались министры иностранных дел стран ЕС. Европейцы раскритиковали военную кампанию России в Сирии, призвав российские власти бороться с боевиками исламского государства, а не поддерживать режим Башара Асада. Мы не можем работать с Асадом, как главой Сирии на долгосрочный период, но мы можем обсуждать варианты его ухода, сроки его отставки. Но если мы попробуем работать с Асадом, то мы тем самым лишь подтолкнем оппозицию к вступлению в ряды ИГИЛ, а это противоречит нашим целям. В заочном политическом споре по Сирии в эти выходные сошлись и лидеры России и США, синхронно давшие большие телеинтервью. Путин, в очередной раз заявив, что цель России поддержать Асада и разгромить исламистов на дальних подступах, раскритиковал Вашингтон. Если они действительно лучше знают и хотят бороться с терроризмом, назовите нам конкретные места, где укрываются террористы, где их пункты управления, склады с вооружением и техникой. Дайте нам цели. Чего проще? Но пока, к сожалению, мы до такого уровня совместной работы не дошли. Но, повторяю, первые шаги в установлении контактов на военном уровне уже сделаны. А вот президент США, отвечая на вопрос канала CBS, заявил, что распространенное в последнее время мнение о том, что Путин обыгрывает Обаму и оказывается более сильным лидером, ошибочным. Как отметил американский президент, Москве не удалось привлечь другие страны в союзники для реализации своего плана в Сирии. Экономика по-прежнему в кризисе, а Асад – единственный союзник на Ближнем Востоке. Да и само военное вмешательство России в конфликт в Сирии не стало неожиданностью для Вашингтона, заявил Обама. А вот о чем президент не сказал ни слова, так это о стратегии по Сирии, который намерен теперь следовать сам Белый дом. Роман Мамонов, в настоящее время, Вашингтон. Иранские власти сообщили о вынесении вердикта по делу журналиста газеты «Вашингтон-Пост» Джейсона Резаяна, гражданина США и Ирана, который был арестован 15 месяцев назад по обвинениям в шпионаже и других преступлениях. Никаких подробностей о содержании вердикта не сообщается, но представитель судебной системы Ирана заявил, что приговор может быть обжалован. Резаян работал на «Вашингтон-Пост» в Иране с 2012 по июль 2014 года, когда он был арестован. Иракские военные сообщили о нанесении воздушного удара по автоколонне, в которой находился лидер исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. Атака произошла недалеко от границы с Сирией в провинции Анбар. Военно-воздушные силы Ирака провели героическую операцию, целью которой была автоколонна преступного террориста Абу Бакра аль-Багдади, говорится в заявлении иракских спецслужб. Сообщается, что несколько лидеров группировки были убиты или ранены. Судьба самого Багдади неизвестна. Выборы в Беларуси закончились с предсказуемым результатом, но есть нюанс. Тему продолжат коллеги в Праге. Спасибо, Юля. Действительно, на выборах президента Беларуси уже в 5-й раз победил Александр Лукашенко, набрав 83,5% голосов. Такой итог выборов не вызвал удивления. Однако, когда Александр Лукашенко пришел голосовать на свой участок, независимый наблюдатель не встала при его появлении и не подала ему руки. Мы связались с ней по телефону. Лукашенко не является президентом, поскольку не был избран, его президентство фиктивное, то он такой гражданин, как и я. И даже если бы он был президентом на законных основаниях, почему я должна перед ним преклоняться? Он чиновник. Президент – это чиновник высшего звена. Это слуга народа. По данным Белорусского центра избиркома, в выборах приняло участие 86,75% избирателей. Однако миссия наблюдателей ОБСЕ уже отметила, что подсчет голосов подорвал честность выборов. Первое нарушение, которое я зафиксировала, это то, что урны для голосования имеют сборно-разборную конструкцию и могут разбираться независимо от того, закрыт замок или нет.
То есть они совершенно спокойно открываются, как детские конструкции. Плохо было видно нам урны во время выборов последнего дня, поскольку там было много телевизионщиков, каких-то людей, много охраны, спецслужб было. И главное нарушение в том, что нам изначально при подсчете голосов не показывали бюллетени. Мы не видели, напротив какого имени стоит галочка выборщика. Нам изначально не оповестили сумму пользованных бюллетеней. Безопасность полетов вызывает серьезные опасения у международных авиакомпаний. Это связано с российской военной операцией в Сирии. Речь идет о ракетах большой дальности, выпущенных на прошлой неделе с кораблей Каспийской флотилии ВМФ России. Прежде чем достичь Сирии, эти ракеты пересекают воздушное пространство над Каспийским морем, Ираном и Ираком. Несмотря на то, что траектория их полета пролегает ниже высот, на которых летают гражданские самолеты, некоторые авиалинии уже изменили маршруты своих полетов. Кроме того, Европейское агентство по авиабезопасности рекомендовало авиаперевозчикам принять особые меры предосторожности в полетах над Каспийским морем и постоянно консультироваться с европейскими авиационными ведомствами. Эфир продолжит коллеги в Вашингтоне. Юля. Спасибо, Катя. Военно-морской потенциал России напрямую предназначен для компенсации очевидных преимуществ флотов стран НАТО, заявляет командующий силами ВМС США в Европе и глава Объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал Марк Фергюсон. Мы видим признаки появления более агрессивного, более боеспособного российского военного морского флота, считает он. Между тем, американские военные корабли-авианосцы за свою почти вековую историю многократно и успешно демонстрировали свою мощь и эффективность. Однако с изменением геополитической ситуации в мире и по мере усиления новых угроз коалиции западных союзников, перед военным командованием США и НАТО встал вопрос, отвечают ли авианосцы требованиям времени и каким должно быть их будущее. Продолжение темы в материале Вадима Аленчева. Атомные авианосцы ВМС США давно стали неотъемлемым элементом структуры мирового порядка. По словам депутата Палаты представителей Конгресса США Рэнди Форбса, возглавляющего подкомитет по военно-морским силам, по таким показателям, как универсальность, мобильность и способность менять дислокацию на больших пространствах, авианосцам нет равных. Соединенные Штаты закончили Вторую мировую войну, располагая флотом из более чем 70 авианосных кораблей. В настоящий момент на вооружении американского флота состоят 10 суперавианосцев водоизмещением более 60 тысяч тонн. Правда, у всех остальных государств мира вместе взятых кораблей такого типа в 2 раза меньше. Уж слишком дорогостоящим предприятием является дизайн, эксплуатация и обеспечение такой военной махины, как атомный авианосец. Американцы – люди практичные, даже в том, что касается ведения войны. По меткому выражению Брайана Макграта, военного эксперта из Гудзоновского института, в войне, которую Америке тяжело и дорого вести, но ни в коем случае нельзя проиграть, авианосцы становятся незаменимыми. Вот почему Макграт и несколько его коллег провели исследование целей и задач авианосного флота в 21 веке, по результатам которого написали целый трактат. Их вывод – боевые авианосные группы ВМС США нужно не только развивать, но и требуется повысить их численность хотя бы до 16. Такое заключение было сделано на том основании, что раньше американскому флоту было достаточно, чтобы авианосцы дислоцировались в Индийском и Тихом океанах. Однако ядерная угроза со стороны Ирана и военные конфликты, разгоревшиеся в Украине, Ираке и Сирии, сделали необходимым открытие еще одного морского фронта. Соединенным Штатам необходим третий центр дислоцирования боевых авианосных групп в Средиземном море. Понимание этого должно стать базовым элементом морской стратегии США. Эта стратегия постоянно меняется, и сегодня ее суть заключается в том, чтобы обеспечить наше военное присутствие там, где это необходимо. Не только как элемент сдерживания, но и как наличие сил, способных вести военные действия. Однако нашего присутствия в Средиземноморье на сегодня нет. Но именно этот регион становится местом, откуда возникают угрозы для интересов США и НАТО. До сих пор авианосцы активно использовались в США именно потому, что во многих случаях они обходятся дешевле, чем мобилизация и переброска многочисленных сухопутных армий и военно-воздушных сил. Авианосец в боевом походе сопровождает так называемая боевая группа кораблей, обеспечивающих разведку, снабжение и защиту. Поэтому каждая из них становится самостоятельным мини-флотом, способным вести масштабную военную операцию в любой точке Мирового океана.
Базирующиеся на авианосцах самолеты и вертолеты способны преодолевать гигантские расстояния и обрушивать на противника многие тонны боеприпасов. При этом суперавианосец класса «Нимец», они составляют основу авианосного флота США, может нести на борту до 90 самолетов и вертолетов. Весной следующего года должен быть принят на службу суперавианосец нового типа «Джеральд Форд». Он станет 11-м авианосцем американского флота и сменит отслуживший полвека знаменитый «Энтерпрайз», который был отправлен в отставку 3 года назад. Если в дискуссии на капиталистском холме победят те, кто выступает за американский флот без авианосцев, то их боевые задачи придется распределять между самыми различными видами вооруженных сил, от подлодок до космических систем. Но в этом случае, говорят авторы исследования, экономия средств окажется относительной, а вот потеря военного потенциала может быть невосполнимой. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Лауреатом Нобелевской премии 2015 года по экономике стал американский экономист Энгус Диттон, профессор Принстонского университета. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премии удостоены его работы, посвященные анализу проблем бедности, потребления и благосостояния населения. Согласно федеральному закону об образовании, в США студенты любой расы, национальности, пола и сексуальной ориентации имеют право на образование, свободное от сексуальной дискриминации и сексуального насилия. Однако с увеличением количества случаев сексуального насилия, которому подвергаются американские студенты и школьники, эффективность федеральных законов и инициатив по борьбе с проблемой сексуального насилия ставится под вопрос. Тему продолжает Ануша Витисян. Последнее исследование Ассоциации американских университетов утверждает, что более 20% студентов США в этом году стали жертвами сексуального насилия. Причем эта проблема актуальна даже для студентов таких престижных университетов, как Гарвард и Йель. Некоторые американские журналисты назвали сложившуюся ситуацию эпидемией сексуального насилия. Однако профессор Бруклинского колледжа призывает не спешить с выводами. В этом опросе участвовали очень мало людей. 1/5 часть студентов университетов, выбранных для исследований. Причем, как показывают результаты, именно жертвы сексуального насилия проявили интерес к опросу. Я не спорю, жертв насилия много, но они не составляют 20% всех студентов США. В 2014 году администрация президента Обамы создала рабочую группу под названием «Не один». На веб-странице notalone.gov студенты могут узнать о своих правах и научиться, как подать жалобу, если они стали жертвами насилия. В свою очередь, университеты разрабатывают дополнительные методы предотвращения сексуального насилия. Один из них – создание рабочих студенческих групп. Главное требование – вовлекать в эти группы мужчин, для того, чтобы они почувствовали ответственность и стали частью решения проблемы, говорится в докладе Белого дома. Критики программы «Не один» считают, что администрация президента Обамы в этом вопросе занимает снисходительную позицию, при которой с человека, жалующегося на сексуальное насилие, всегда снимается ответственность. Однако в отношении обвиняемого в сексуальном насилии не должна применяться презумпция вины. Администрация президента Обамы сгущает краски. Этим подтверждает миф, что в американских университетах существует эпидемия сексуального насилия. Вместо этого они должны говорить о том, что и женщина несет ответственность за свою безопасность. Что я имею в виду? Если девушка боится быть изнасилованной, она не должна напиваться и уединяться с незнакомцем, а на следующий день идти в университет и требовать защиты. В то время как в вопросе, кто виноват в росте случаев сексуального насилия в университетах, мнения экспертов расходятся, в американских школах среди студентов средних классов проблема сексуального насилия приобрела иной характер. Здесь дети в возрасте от 12 до 14 лет становятся легкой добычей охотников за жертвами сексуального рабства. Нередко их принуждают заниматься проституцией. И это несмотря на федеральный закон о защите прав жертв торговли людьми, принятый еще администрацией Клинтона, и многочисленные инициативы в области предотвращения сексуального рабства. Патрисия Хенли, драматург спектакля о детской проституции «Если бы я промолчала», премьера которого состоялась в рамках театрального фестиваля «Женские голоса». Девушки-проститутки, с которыми я встречалась, когда работала над пьесой, были очень откровенны со мной. Изучая их биографию, я поняла, что во многих случаях улица и проституция стали для них вынужденным выбором еще в юном возрасте. Я хочу, чтобы люди понимали, что эти женщины когда-то были чьими-то маленькими девочками, которые из-за отсутствия возможности оказались на улице. Как считают вашингтонские эксперты, учебные заведения должны быть тем местом, где каждому студенту будут предоставлены одинаковые возможности.
получить образование и выбрать свое будущее, а вовсе не полем боя за свои права в борьбе с сексуальным насилием или же приманкой для сутенеров. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. Бывший чемпион мира по шахматам разработал программу для грузинских школьников. Катя, продолжайте. Да, Юля, более 300 школ страны внедряют в этом году уникальную электронную программу обучения шахматам. Ее автор – многократный чемпион мира шахматист Гарри Каспаров. В Минобразовании уверены, новая программа не только способствует популяризации игры в шахматы среди младшеклассников, но и помогает детям в развитии логического мышления и освоении других дисциплин. Сыграть со школьниками партию отправился мой коллега Зураб Дваля. Шахматная программа создана таким образом, чтобы дети смогли освоить теоретический материал в ходе познавательных игр, увлекательных заданий и рисунков. Успехи каждого юного гроссмейстера сохраняются в электронном виде. Обучение охватывает 2 года, 2 и 3 класс. Ну а преподаватели – все действующие шахматисты, многие призеры и победители различных турниров. В первую очередь шахматы хорошо влияют на логическое мышление, развивают память, делают детей более ответственными. У всех второклашек свой персональный ноутбук с программой обучения шахматной игре. Дети активно участвуют в решении первых логических заданий. На экране веселые анимационные персонажи, они же шахматные фигуры. Сейчас учу, куда ставить фигуры и как они двигаются. Играю в шахматы с бабушкой, папой, мамой и со своей сестренкой. 51-я тбилисская школа считается престижной. В свое время ее заканчивал и Михаил Саакашвили. Еще при нем, кстати, Гарри Каспаров и подписал с Министерством образования Грузии договор о внедрении новых шахматных программ в систему школьного обучения. Несколько лет ушло на подготовку, полную компьютеризацию школ и подбор квалифицированных кадров. 3 ведомства – это Министерство образования, спорта и по делам молодежи и Федерация шахмат Грузии подписали меморандум о сотрудничестве в области преподавания шахмат в школах, и каждая сторона взяла обязательства по осуществлению проекта. Грузия не случайно первой из постсоветских стран проявила инициативу по внедрению в школах новой дисциплины. Здесь богатые шахматные традиции. В свое время имена чемпионок мира из Грузии Ноны Гаприндашвили и Майчи Богданидзе знал весь спортивный мир. Традиции продолжаются, довольны и родители детей. У нас 6 классов, в которых началось преподавание шахмат. Это хоть и не обязательно предмет, тем не менее все родители с удовольствием согласились, чтобы их дети посещали занятия. Не было ни одного случая, чтобы хоть кто-то отказался. Говорят, что в Грузии раньше девушкам в качестве приданного давали поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и шахматы. Ну а теперь, век компьютерных технологий, эту популярную игру будет знать каждый грузинский школьник. Зураб Двали, Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Парк развлечений в Калифорнии оказался в центре скандала. Юля, ждем от вас подробностей. Спасибо, Катя. Это действительно так. И все из-за его самых популярных обитателей – касаток. Подробности в сюжете. Огромные, притягивающие взгляды и смертельно опасные. В парке развлечений SeaWorld в Сан-Диего касатки, конечно, не единственные, но главные участники шоу. Полюбоваться и испугаться 11 живущих здесь китов-убийц каждый год приезжают миллионы туристов. То, что титул «Кит-убийца» не просто фигура речи, американцы убедились в 2010 году. В другом парке сети SeaWorld в Орландо касатка по кличке Тиликум в разгар шоу на глазах у сотен зрителей убила своего тренера. С тех пор владельцам SeaWorld приходится отбиваться от обвинений, что из-за жизни в неволе киты намеренно травмируются сами и угрожают жизни персонала. Касатки в парке SeaWorld страдают. Они содержатся в ужасающе неадекватных условиях, которые не позволяют им поддерживать тот же образ жизни, как и в дикой природе. Они не могут достаточно плавать, нырять, и это сводит их с ума. Они ломают зубы о края бассейнов. Они атакуют друг друга и убивают тренеров. И все потому, что они живут в неволе. Представители парка, однако, уверяют, что касатки счастливы. Исключительно ради них парк задумал построить к 2018 году новые бассейны для китов, втрое превосходящие нынешние по размеру. Киты-убийцы в парке SeaWorld ничуть не скучают. Каждый день у них расписан. Они чем-то заняты или чему-то учатся, играют, проходят дрессировку. Это помогает им быть постоянно увлеченными.
Но защитников природы и спасателей китов, а в их рядах обнаружилась даже спасательница из Малибу Памела Андерсон, такие доводы не трогает. Они много месяцев призывали власти Калифорнии не одобрять расширение парка, а вместо этого отпустить китов на волю. Но чиновники разрешение дали. С одним условием: парку SeaWorld в Сан-Диего будет запрещено разводить касаток в неволе. 11 нынешних обитателей должны быть исключены из любых экспериментов по естественному и искусственному осеменению. Представители парка SeaWorld заявили, что решение властей негуманно по отношению к китам, мол, жестоко лишать столь умных животных права на размножение. А вот защитники природы встретили вердикт чиновников аплодисментами, назвав его смертельным ударом для SeaWorld. Прекрасно, что сегодня мы можем сказать, что программам по искусственному разведению касаток в неволе положен конец. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.